В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о темах. Энергия будущего рождается сегодня. В Казани завершается форум «Энергопром» – стратегическая площадка для реализации энергетической стратегии России до 2050 года. 15-летие отмечает региональный сосудистый центр республиканской больницы номер 2. Знаменательное событие медики отмечают целым рядом научно-практических мероприятий. Поддержка, которая меняет жизни. Фонд «Защитники Отечества» за 3 года помог тысячам ветеранов и семьям по всей России. Жители столичного дома по улице Курнатовского, 4/1 бьют тревогу. С приходом весны появляется не только хорошее настроение, но и старые проблемы. Классические номера, признанные золотым стандартом обучения в балетных школах, продемонстрировали более 200 участников конкурса «Дивертисмент». Смотр состоялся в столице республики, в Якутской балетной школе. На Международном транспортно-логистическом форуме в Петербурге обсудили стратегические проекты развития инфраструктуры Якутии. Ключевой темой стало создание транспортного коридора Иркутск-Таксимо-Кропоткин-Ленск-Мирный, который обеспечит круглогодичную связь промышленных районов с БАМом и заменит сезонные автозимники. Также участники обсудили ход строительства Ленского моста, ввод которого повысит транспортную доступность региона до 83%. На объекте уже готова первая опора. Ведутся работы по отсыпке подходов. В июне начнется уникальная операция по установке в русле реки металлических кофердамов для возведения главных пилонов. В Казани завершается международный электроэнергетический форум «Энергопром». Это ключевая площадка для решения задач развития электроэнергетики и реализации энергетической стратегии России до 2050 года. В работе форума активное участие принимает глава Якутии. Свои передовые разработки на выставочную часть привезли 20 регионов России, также Беларусь, Китай и Кыргызстан. Пленарное заседание форума прошло под названием «Гойл.РО. Версия 2.0. Возрождение легенды». Это отсылка к масштабным проектам по государственной электрификации России в 20-30-е годы прошлого столетия, когда удалось ударными темпами перестроить систему энергоснабжения. Сегодня было очень важное и серьезное заседание нашей комиссии в рамках Казанского международного форума «Энергопром». Обсуждались в первую очередь вопросы, связанные с энергетическим машиностроением, с реализацией и первыми итогами нового национального проекта по энергетическим и атомным технологиям. Безусловно, мы видим необходимость усиления работы. Почему? Потому что нам к 1942 году необходимо вводить 88,5 гигаватт новой мощности энергетической. При этом, вот если мы будем работать такими темпами, как сегодня, то, к сожалению, мы результатов здесь не достигнем. И вот для того, чтобы повторить те достижения, которые были у Советского Союза при реализации программы «Гойл.РО», нам надо вообще перестраивать и систему управления, систему проектирования, систему надзора, строительства, в целом менять подходы к отрасли, в том числе в энергомашиностроении, чтобы добиться серьезных результатов. Индивидуальный подход и реальная помощь тем, кто в ней нуждается. В России подводит итоги трехлетней работы фонда «Защитники Отечества». Он был создан по поручению Владимира Путина. Соответствующий указ президент подписал 3 апреля в 2023 году. Сегодня отделения фонда работают во всех регионах страны, обеспечивая поддержку ветеранам и их семьям. Подробнее об этом в сюжете Лилии Бурцевой. Комплексная помощь от медицинского восстановления и психологической поддержки до оформления льгот и содействия в трудоустройстве. Фонд «Защитники Отечества» помогает освоить новую профессию, открыть собственное дело и вернуться к полноценной жизни благодаря системному сопровождению. Настраивается работа фонда исключительно от запроса самих ветеранов и их близких. И вот когда мы смогли все объединиться, нам очень помогают губернаторы с их региональными командами, межведомственные комиссии, которые работают и дают возможность сразу в муниципалитетах, в малых городах оказывать помощь как можно быстрее, минимизируя бюрократические какие-то вот такие трудности, проволочки. Поэтому вот когда мы все объединяемся, безусловно, результат вот такой. Специалисты фонда оказывают помощь в восстановлении и оформлении документов, консультируют по вопросам получения выплат и льгот, а также берут на себя взаимодействие с различными ведомствами. Значительно упрощает процесс для ветеранов и их семей. Самое важное для меня было это, во-первых, восстановить все мои документы.
Это, что самое главное, все социальные, все выплаты, конечно же. Учитывая того, что я сейчас ампутирован на ногу, мне очень трудно ходить вот, соцзащиту, МФЦ, пенсионные. А тут все. Тут в этом здании, в этой организации есть все. И получается, человек, который маломобильный, ему нужно всего лишь сюда прийти. Вот, и все остальное, все помогут ваши кураторы, наши кураторы. Особое внимание уделяется семьям военнослужащих, как действующих, так и погибших в зоне спецоперации. Помощь охватывает не только социальные вопросы, но и поддержку, которая особенно важна в сложных жизненных ситуациях. Защитники Отечества очень хорошо помогают, поддерживают. В основном поддерживают очень хорошо детей, дают на билеты на разные мероприятия, очень хорошо поддерживают. Очень важно, потому что даже просто человеческая поддержка. Здесь я ее получила с координатором своим, мы на связи 24/7. Думаю, что это очень хороший фонд. За 3 года работы в филиал поступило более 46 тысяч вопросов. Большинство из них, порядка 85%, уже решены положительно. Наиболее востребованный вопрос назначения социальных выплат, получения статуса ветерана, юридической помощи, а также медицинской и социальной реабилитации. Цель у нас – это миссия государственных защитников Отечества. Мы должны обеспечить полное сопровождение наших подопечных, как членов семьи участников специальной военной операции, так и ветеранов. То есть цель у нас одна, чтобы у них все было благополучно, чтобы ребята смогли вернуться в мирную жизнь и найти свое место. В Якутии помощь оказывают более 60 социальных координаторов. Они сопровождают более 10 тысяч человек. При поддержке фонда порядка 70% ветеранов уже смогли найти работу или открыть собственное дело. В планах дальнейшее расширение мер поддержки, развитие реабилитационных программ и внедрение современных цифровых сервисов для сопровождения ветеранов и их семей. Лилия Бурцева, Станислав Потапов, Якутск. Объем строительства жилья в арктической зоне России вырос на 72%, как сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Только в 2025 году в регионах Арктики было выдано 10 тысяч льготных кредитов по 2% годовых, а общее число семей, улучшивших жилищные условия с 2023 года, достигло 23 тысяч. Лидерами по выдаче займов стали Архангельская область, Красноярский край и Мурманская область. Эксперты отмечают, что программа вывела рынок жилья в Арктике из длительной стагнации. В Якутии обновляется техническая база ветеринарных служб. Сегодня в поселке Жатай состоялось торжественное вручение ключей организации мулусов и районов республики. Благодаря этой поддержке ездить в отдаленные населенные пункты станет намного легче и удобнее. Об этом подробнее в следующем сюжете. Новые автомобили марки УАЗ получили сотрудники Якутской ветеринарной испытательной лаборатории и управления Черептинского и Сунтарского улусов. Теперь проводить исследования, профилактические мероприятия и работы по защите домашних животных и скота будут с большей оперативностью и эффективностью. Это наша первая машина, которая нам непосредственно выдана. В нашем улусе 17 наслегов и 5 участков, которые полностью обеспечиваются ветеринарными работами. По наслегам выезжает и отбирает пробы крови у крыс, крупного рогатого скота, у лошадей, проводит вакцинацию, проводим также исследования на туберкулез. Специалисты из отдаленных уголков республики тоже получили новую технику. Ветеринарные организации Верхнеколымского, Оленёкского, Абыйского и Эвенебетантайского районов будут ездить в труднодоступные участки и оленеводческие стада на своих вездеходах. Коллектив управления ветеринарии очень обрадовались, когда пришло приказ о выделении бурана, так как это самый основной транспорт, который в нашей работе необходим. До этого мы из-за отсутствия бурана мы арендовали бураны участников, чтобы выехать в оленеводческие стада, проводить карализацию домашних северных оленей. Начиная с 2023 года ветеринарные службы республики ежегодно обеспечиваются новым транспортом. Для Якутии, которая известна своими обширными территориями, данная мера поддержки остается особо значимой.
Глава республики Арсений Сергеевич своим стратегическим указом поставил задачу о обеспечении товарами местной продукции. И в этой задаче ключевую роль играет ветеринарная служба. Безопасность пищевых продуктов, продукции животноводства выходит на одни из первых таких задач. И, конечно же, эту задачу невозможно решить без специальной техники. Так, за прошедший период ветеринарным организациям было вручено более 30 единиц техники, в число которых входят и моторные лодки, без которых летом во многих районах не обойтись. Обеспечение транспортом продолжится, и более того, планируется выделение средств на ремонт и постройку новых зданий. Диана Антонова, Артем Наговицын, Жатай. 15-летие отмечает региональный сосудистый центр Республиканской больницы номер 2. Знаменательное событие ознаменовалось мастер-классом от ведущего эксперта страны. Он провел почти двухчасовую операцию на сосудах сердца. В республике такое высокотехнологичное вмешательство начали проводить лишь год назад. О том, какие возможности операция раскрыла для пациентов, расскажет Саргалана Неустроева. Долгое время пациенты Анатолия Ларионова, врача из Новосибирска, жили сердечной болью. В прямом смысле. Всего один закупоренный сосуд приносил целый ряд неудобств, не говоря уже о том, что эта патология может привести к летальному исходу. Но она зачастую не является показанием для операции на открытом сердце. Риски перевешивают пользу. Решением проблемы становится малоинвазивное вмешательство по реканализации коронарных артерий. Наши вмешательства высокотехнологичные, они выполняются под контролем ангиографии, под контролем специального рентгеновского аппарата, который просвечивает пациента насквозь, и мы видим, как движется внутри просвета сосудов этот инструмент, позволяет нам провести точно в нужном направлении инструмент, восстановить проходимость, пробить закупорку и избавить пациента от явления стенокардии напряжения. Патологию, как и способ ее устранения, Анатолий Ларионов исследует и практикует уже более 20 лет. Увидеть его технику значит обучиться у эксперта федерального уровня. Ведь такая операция требует ювелирной точности. Ширина одного сосуда может в среднем достигать лишь 3 миллиметров. Мы сегодня планируем 4 пациентов. Это вот наш первый пациент. И мы уже распределились, какой хирург, какому уже пациенту будет обучаться. То есть все мы вместе стоим с нашим коллегом, с Анатолием Александровичем, и уже вместе параллельно проводим эти операции под чутким наблюдением. Стоит отметить, что такие операции уже внедрены в практику наших хирургов. Для этого и был создан региональный сосудистый центр. Специалисты здесь работают в условиях, когда счет идет на минуты. Инфаркты и инсульты случаются внезапно и также быстро поражают жизненно важные органы. Кстати, болезни действительно молодеют, но за счет ранней и лучшей диагностики. Это, наверное, улучшение диагностики, развитие сети компьютерных томографов, в целом развитие медицины, в том числе и в районах, привело к тому, что у нас статистически ежегодно растет число пациентов с инсультом. Мастер-класс вошел в программу мероприятий, посвященных 15-летию центра. В эти дни Республиканская больница номер 2 принимает ведущих исследователей по лечению сердечно-сосудистых заболеваний, которые выступают с докладами и оценивают работу наших специалистов. Саргалана Неустроева, Виктор Дичковский, Якутск. Летняя оздоровительная кампания этого года в Якутии охватит более 120 тысяч детей. В регионе планируется открыть свыше 500 лагерей, в которых отдохнут 50 тысяч ребят. Еще 10 тысяч школьников отправятся за пределы республики, включая федеральные центры «Артек», «Океан» и «Орленок». Особое внимание уделяется инфраструктуре. В якутском лагере «Энергетик» ведут 4 новых корпуса на 200 мест. Помимо классического отдыха будут реализованы проекты по трудоустройству подростков и туристические маршруты. Прием заявок на путевки стартует 15 мая через портал Госуслуги. Цифровое удостоверение в МАКС просто и удобно. Теперь помимо своего возраста с его помощью можно подтвердить свою льготную категорию. Подробнее о том, как оформить удостоверение, в следующем сюжете. Национальный мессенджер МАКС, который недавно получил статус социальной сети, становится надежным инструментом для различных целей. Так, с помощью приложения многодетные якутяне, пенсионеры и граждане с инвалидностью могут оформить цифровое удостоверение для получения различных льгот и скидок в магазинах и учреждениях культуры. Раньше наши
многодетные родители, пенсионеры, граждане с инвалидностью ходили с бумажными документами, подтверждающими их статус, а теперь им достаточно иметь смартфон с установленным мессенджером МАКС. Вот цифровое удостоверение можно оформить буквально парой кликов, да? Но если гражданам это как-то проблематично, то любой клиентской службе нашего отделения Социального фонда по Республике Саха-Якутия специалисты готовы помочь в настройке цифрового удостоверения в мессенджере МАКС. Чтобы оформить цифровое удостоверение, необходимо зайти в личном кабинете госуслуг и дать согласие на его выпуск, а после открыть профиль МАКСа и выбрать «Создать цифровой ID». Предоставив биометрические данные с госуслуг, цифровое удостоверение появится у вас в МАКСе в виде QR-кода. Не переходя в это управление, в любое управление, можно получить услуги через телефон. Поэтому очень удобно. Мы обучаем наших пенсионеров компьютерной грамотности, обучаем пользоваться компьютерами и смартфонами. Это облегчает жизнь наших пенсионеров. Такое нововведение значительно упрощает жизнь пенсионеров, граждан с инвалидностью и многодетных семей, позволяя получать льготные услуги без оформления подтверждающих документов. У меня 3 детей. Мы с семьей очень любим посещать различные культурные мероприятия. На многих из них действуют различные скидки для многодетных. Раньше, чтобы воспользоваться скидкой, нужно было всегда носить с собой удостоверение многодетной семьи. Если забыл удостоверение, то все, считай, уже остаешься без скидки. Сейчас у нас такой проблемы уже нет, так как мы с женой уже пользуемся цифровым удостоверением МАКС. Но на этом возможности мессенджера МАКС не заканчиваются. Кроме того, в МАКСе у нас можно задать вопросы специалистам, касающиеся оказания мер социальной поддержки. Это через официальный чат-бот Социального фонда России. Кроме того, чат-бот госуслуги своевременно, оперативно уведомляет граждан обо всех изменениях, оказываемых социальным фондом мерах социальной поддержки. С цифровым ID МАКС не придется беспокоиться о документах и об их оформлении. Теперь для этого достаточно будет иметь телефон под рукой. Тимур Калмогоров, Айлита Махно, Якутск. Вступили в силу новые федеральные законы, усиливающие государственный контроль за тарифообразованием. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Поводом послужили выявленные в 2025 году ФАС-нарушения. Тогда граждане и организации необоснованно взыскали более 50 миллиардов рублей за коммунальные услуги. Теперь антимонопольная служба получила право самостоятельно пересматривать предельные уровни тарифов, если региональные власти не исполнили ее решение. Кроме того, федеральным законом введена жесткая мера за неоднократное невыполнение предписаний ФАС. Должностные лица будут дисквалифицироваться на срок до 3 лет без возможности заменить наказание штрафом. Жители столичного дома по улице Курнатовского, 4/1 бьют тревогу. С приходом весны появляется не только хорошее настроение, но и старые проблемы. Течь, талых вод с крыши. Из-за ненадлежащего состояния кровли и сезонных потопов уже происходило замыкание проводки. Подробнее о ситуации расскажет Анастасия Пуляева. Черная плесень и многолетние протечки. Мягкая кровля, установленная на крыше, почти вышла из строя. Ввиду этого оттаивший снег, накопившийся за зиму, стекает прямиком в жилые помещения. Жители дома по улице Курнатовского, 1/4 давно борются с ветхой кровлей. Из-за сырости в квартирах уже случались замыкания электропроводки. Самое страшное, вот эти потеки, они идут там, где розетка, там, где то есть это очень опасно. И пожар опасно, вполне может замкнуть, и это случится может непоправимо. Я ему постоянно говорю об этом, указываю на вот эти проблемы, но никакой реакции нет от управляющей компании. В УК «Арсенал Плюс» пытались решить проблему установкой греющих кабелей и насыпью песка на чердаке, но весной это не помогло. К тому же при очистке льда рабочие повредили и без того старое покрытие крыши. Когда у нас наступили плюсовые температуры, потекла крыша. Во всех 4 подъездах на пятых-четвертых этажах начала течь крыша. Значит, они начали, потом наступили минусовые температуры, и они пошли долбить этот лед. Крыша у нас с мягким покрытием, покрыта толью, и зачем-то запаяна, я уж не знаю чем. В итоге, как вы видели, наша толь
с кусками льда отдолбленным лежит у нас на тротуарах. Сезонные потопы – не единственная проблема. Из-за неудовлетворительной работы УК собственники начали судебный процесс по смене компании. По словам жильцов, только после этого коммунальщики приступили к активной уборке двора и подъездов. Узнали, что мы собираемся переходить, они помыли нам окна, стены помыли, все. Теперь они работают. Сейчас они каждую неделю моют и нам отправляют видео, что вот проделанная работа. А раньше окна вот эти вот в подъезде, которые с самого рождения дома, как построили дом, они не были мыты, сроду в жизни не притрагивались к ним. По данным экспертизы за 2018 год износ кровли составлял порядка 70%. Проблемы с крышей наблюдаются не только на Курнатовского 1/4, но и в других домах, например, Кузьмина 14. Ситуацию рассмотрели в городской администрации. Совместно с фондом капремонта будет создана комиссия для обследования кровли и возможного пересмотра плана ремонтных работ. Управляющая организация все возможные необходимые методы используют, чтобы предотвратить причинение ущерба имуществу собственных помещений на квартирном доме. То есть песок, ведра обновляются регулярно аварийно-диспетчерской службой. Перед началом таяния снегов используются пиховые скреперы для того, чтобы сдвинуть снег. Говорят, что после предпринятых мер количество заявок сократилось. Пока идет разбирательство, обстановка обостряется. Накануне двое неизвестных проникли на техэтаж и вылили воду из ведер, которые подставляли под протечки. В результате одну из квартир залило, что привело к очередному замыканию. Анастасия Пуляева, Виктор Дьячковский, Якутск. Завершился региональный этап всероссийского конкурса «Моя профессия IT». В финале приняли участие более 200 школьников и студентов из разных районов республики. В течение 3 дней на базе средней школы номер 39 участники разрабатывали цифровые решения и работали над кейсами от ведущих компаний. От геймификации сервисов до создания платформы решений искусственного интеллекта. По итогам конкурса определены победители в 5 треках, среди которых команды из Якутска, Нерюнгринского, Мирнинского, Алданского и других районов республики. Победители получили денежные призы и право представить республику на всероссийском этапе конкурса. Получается, мы уже на ПИТе участвуем 5-й год. Мы понимаем, что мы фавориты, да, но уже команда душа в спину как будто бы. Кейс был от компании «Алрос-ИТ». Сделали платформу для обучения персонала. Да, получается, была проблема от «Алрос-ИТ». Сложность была в том, что HR им сложно контролировать, какие курсы проходят сотрудники. Сбор заявок от курсов, все происходит вручную, отчитывается тоже вручную. Мы решали эту проблему. Также была проблема от сотрудников. Им было все сложнее и сложнее искать более релевантные для них курсы. Также они устали от бюрократии со стороны HR-ов. Классические номера, признанные золотым стандартом обучения в балетных школах, продемонстрировали более 200 участников конкурса «Дивертисмент-2026». Смотр состоялся в столице республики, в Якутской балетной школе. Все подробности узнаем далее. Русские народные танцы и восточные мотивы, щелкунчик и танец маленьких лебедей. Жюри оценивает техническую чистоту исполнения, музыкальность и артистизм юных танцовщиков. Открытый республиканский конкурс «Дивертисмент» проводится с 2018 года. Ранее он проводился под другим названием, и участие в нем принимали лишь учащиеся Якутской балетной школы. Теперь же участники со всей Якутии и из городов России. Если брать республику, то это 8 улусов. Города Якутска и пригородов. У нас участвуют еще города Курск, Уфа, Новосибирск. Они очно-заочная форма. Состав жюри нынче поменялся. Председатель жюри – народный артист Республики Саха-Якутия, наш педагог Дмитрий Николаевич Дмитриев. Победители получат грант целевого фонда будущих поколений на дальнейшее развитие танцевального таланта, гарантированные путевки на участие в престижных конкурсах. А это уникальная возможность заявить о себе, минуя стандартные многоэтапные просмотры. В прошлом году я получила гран-при на конкурсе «Дивертисмент». Благодаря дивертисменту и победам в других конкурсах я стала обладательницей гранта целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия.
Я боролась с вторым курсом. В это время я была девятиклассницей, поэтому немного было страшно и неожиданно было получить гран-при. И сейчас я усердно готовлюсь к международному конкурсу «Арабеск» имени Екатерины Максимовой. И 14 апреля уже вылетаю в Пермь. Я должна станцевать 6 номеров. И это будет очень сложно, но надеюсь, все будет хорошо. В этом году конкурс посвящен 80-летию со дня рождения Натальи Посельской. Именно она открыла первую профессиональную балетную школу на Дальнем Востоке. 12 апреля на сцене театра оперы и балета состоится гала-концерт с участием победителей конкурса и лучшими номерами, поставленными как во времена Натальи Семеновны, так и в настоящее время. Марферина Алексеева, Иван Сорокаумов, Якутск. Нашумевшая выставка Национального художественного музея от Геда Гинзбурга в Якутске закрылась. Чтобы представить новый результат сотрудничества с Государственным музеем Льва Толстого, экспозицию «Шахматы» поставлены. Игра начнется завтра. События посвятили столетию начала развития шахмат в Якутии. Примечательно, что открытие выставки ознаменовало и проведение крупнейшего турнира по шахматам на Кубок главы республики. Сама экспозиция включает отрывки из черновиков романа эпопеи «Война и мир», графику с изображением великого писателя «За игрой», воспоминания его современников и другие экспонаты хранилища музея Толстого. Представила выставка и шахматы, уникальные предметы искусства, автором которого является в том числе и якутский мастер Терентий Амосов. Решили рассказать о шахматах еще и через призму литературной деятельности Льва Николаевича, рассказать о том, как он описывает шахматные партии и использует их как аллегорию в романе «Война и мир». Также здесь представлены якутские шахматы, сделанные из бивня мамонта, которые очень хорошо украшает нашу выставку, и 2 комплекта из Музея Федерации шахмат России. Это шахматы «Режанс» французские и шахматы, которые называются «Наполеоновские войны». Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.